Итоги подписной кампании на местную периодику за второе полугодие неутешительны. Число читателей республиканских изданий сокращается ежегодно. Но в этот раз показатели достигли критической отметки. Особенно тревожная ситуация сложилась вокруг старейшей газеты республики «Хурзарин». Единственное издание на остинском языке в этом году набрало лишь около 800 подписчиков. Nefessens oder met tingevzer fessens, khuzder ofessens yujna sitja falaudunder sounds tingevzer. Ofazan ye vitzogen bis vaye khuzder falastedig gogen bis odams der lamagder roidoins fessen. Ez tinkuregden samagitzelodam bozmalui ma khuzarinel gitzel Bochus canui, manama ossada exemplar Хурзарин тенктус. «Хурзарин» – это не просто газета, это символ с богатой историей. Резкое падение интереса к ней вызывает серьезную тревогу. Сокращение аудитории издания напрямую связано с уменьшением числа людей, читающих на родном языке. А это уже вопрос сохранения национальной идентичности. موتر أرخايم سماي نظرت نكش زغال ماوا فلخت كنام سايت كم درش تي سوциалом خجك تير تليجرام канал درنيش маум درنيني فرش أدي ماجيل بافشتوي مودون تاشت أفجون قادم فلا نوس أفجون قادم كي بافشتوي شخي ويدر شترخوش زينادو ومنا ما صبرت يوم متر إيرون Аивзертера ирона информации дар шабон шарану. На бонсу у май архаям самый мах телеграм-каналы. Жагам на 20% эйфилдер армаджета ой иронау. Ситуация с другими изданиями выглядит чуть стабильнее. На газету «Республика» подписались 1489 человек, на Южную Осетию – 1064, а на литературно-художественный журнал «Фидивак» – 449. Однако в сравнении с показателями десятилетней давности спад очевиден. Тогда тиражи были значительно выше. Основную часть подписчиков сегодня составляют госучреждения, но и они год от года сокращают объемы подписки. Пацахадун служба ганджита салхат тежахтун. Салхат тафта ишкейман хашкангея. Да ведомство ебавдал. Ама адама нафта ахам бардзрдрат. Налва каунсусы ахшашад ахшайшу мамена канажан рафышу. Рашсин адама Хурзарин. Ашты шадажун газетта. Мана асияж фцагам январ фидио гандар яшадаж хашту зашты. Мауен терстина дуй лунацион хажна. Мана кут фажаган заде магдам кунал вейодей бамбарн сидишаж хуржадей маги. Хсамажа на газетте касдар фишафти матгдады нали манал сау махора. Хева дадам жогзышты мана диш шактауи такут. Несмотря на трудности, редакции продолжают работать, сочетая добрые традиции прошлого с современными технологиями. У всех государственных изданий уже есть свои электронные версии. В интернете наша газета, на сайт газеты есть, и в социальных сетях мы представлены. Но печатная газета – это другой способ получения информации. Вот я еще своим детям и близким говорила, что мы же не перестаем читать книги. Вот те подростки и те молодые люди, которые сегодня не читают книги, в будущем ими будут управлять те, кто читает книги. Несмотря на популярность онлайн-форматов, у бумажной версии есть неоспоримые плюсы. Она меньше утомляет глаза, не отвлекает навязчивой рекламой и способствует более глубокому усвоению информации. Кроме того, в печатных версиях часто публикуются эксклюзивные авторские материалы, которые не попадают в интернет. Мне важно, чтобы именно печатная версия доходила до каждого читателя, потому что печатную версию читает не один читатель, а когда он оказывается, допустим, в семье, то ее просматривает как старшее поколение, так и среднее, и, наконец, оно интересует молодое. Вот один из ветеранов мне говорил, как здорово, вот вы, говорит, опубликовали газету, я, говорит, даже не обратила на QR-код. А мой внучок, говорит, со своим QR-кодом навел свой смартфон, и он, говорит, так обрадовался, увидев сайт вашей газеты.
Это же мелочь, но мне все равно это было приятно. Оформить подписку на местную и российскую периодику можно в агентстве «Югосеть Печать», газетных киосках, в Доме печати на улице Путина или через участковых почтальонов, не выходя из дома. При оформлении подписки сегодня свежий номер издания вы получаете уже через 3 дня. Эльвира Дебилова, Рауль Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.